Мулла Зухур Тахири – врач, ученый, который сегодня пользуется большим авторитетом в бывших республиках СНГ. Более 20 лет доктор Тахири работает на территории России и Таджикистана. Дважды его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ученый совмещает одновременно 15 должностей, среди которых врач-кардиолог, психотерапевт, мануалист, сексопатолог. Доктор Тахири – поэт и писатель. Доктор Тахири – главный редактор журнала «Авиценна», автор более 100 научно-популярных статей, член редакционного совета журналов «Практическая фитотерапия России» и «Традиционная народная медицина». Также доктор Тахири является академиком Академии проблем безопасности Российской Федерации, обороны и правопорядка и Международной академии гуманитарных и естественных наук. Не так давно ученый стал член-корреспондентом Академии технологических наук Российской Федерации. В России доктор Тахири издал 5 книг: «Мудрость любви», «Путеводитель народного целителя», сборник стихов «Бальзам души». В соавторстве с академиком Комаровым он выпустил издание «Лучший лекарь мира». В соавторстве с академиком Корсуном книгу «Фирула лечит опухоли, омолаживает тело». Доктор Тахири уделяет много внимания научной работе. В настоящее время налаживает производство своей продукции в городе Щелково. С 2009 года в России зарегистрирована фирма под названием «Доктор Тахири». Здесь ученый занимается просветительской и учебной работой, готовит специалистов по народной медицине, выпускает свои препараты. По инициативе доктора Тахири в Таджикистане принят закон о народной медицине. Проведено 3 международных конгресса. За время своей деятельности доктор подготовил 2000 учеников. Доктор Тахири – автор более 10 чаев, которые имеют сертификацию в России. В мае 2009 года в Анинском районе в горах Таджикистана ученый открыл отделение восстановительной медицины. Доктор Тахири практикует и лечебный туризм. Сеансы мануальной терапии, психотерапии, водолечения доктор проводит на природе. В мире не существует аналогов его методики. Его профессиональные качества, знания и умения теоретика и практика медицины известны и востребованы не только в Центральной Азии и России, но и в дальнем зарубежье. Значительно меньше известен он как талантливый самобытный поэт. На родном таджикском языке, фарси, увидели свет уже несколько примечательных книг стихов Тахири. Но русский читатель только теперь получает возможность познакомиться с его поэтическим творчеством в блестящих переводах известной русской поэтессы Людмилы Щепахиной. Здравствуйте, приветствую вас. Я Троян Людмила Петровна. Я возглавляю направление в психологии, которое называется «Экология мысли». То есть мы говорим о том, что от человека зависит возможность быть здоровым. У человека есть ресурсы, возможности полюбить свое тело. И если он рассчитывает только на врача, только на целителя, то, конечно, все осложняется, человек не может восстановить свое здоровье. Мысли бывают настолько разные, что человек, не задумываясь, начинает болеть только от своих мыслей. Если он говорит: не хочу видеть, что у нас еще разруха, не хочу видеть, что у нас еще не так все хорошо, он теряет зрение. И можно сказать: я хочу видеть то, что мы со временем все восстановим и сделаем даже еще краше, потому что мы сильный, трудолюбивый народ. Поэтому для меня, как психолога, важно подсказать человеку, как изменить свою жизнь, как правильно сказать, чтобы он был здоров. Доктор Тахири, огромное ему спасибо, захотел нас всех собрать, чтобы мы обменялись опытом. Я только что прилетела из Нью-Йорка и в ночь этого же дня уже полетела в Душанбе. Фитотерапии, звезды фитофармакологии, звезды фитохимии, знатоки древневосточной медицины. Вот эту уникальную фотографию я хочу вручить доктору Тахири, потому что вот на груди этого человека красуется медаль. Я горжусь, что она на нем. Она называется «Это лучший целитель третьего тысячелетия». У нас в России эту медаль носят немногие люди. Но когда ее получают жители союзных республик, эта награда вдвойне высока, это как государственная награда. И вот я хочу эту государственную, вот эту красивую картину подарить доктору Тахири, чтобы она висела в вашем офисе. И чтобы эта грань... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина Викторовна Лазутина. Когда вы первый раз попробовали эту методику? Вы знаете, случайно в 1991 году
У нас была конференция на факультете журналистики, где я работаю. И вот в рамках этой конференции Муллазухур Тахири проводил лекцию. У меня к этому времени был очень сильный остеохондроз и немела левая рука. Я вот сидела в зале, и пальцы ничего не чувствовали. Ночные боли были. В общем, это меня очень тревожило. Беспокоили боли и вот в нижней части какой-то крестовой позвоночника, прихрамывала даже иногда. Я знала, что это остеохондроз, я ходила лечиться. И вы знаете, очень долго меня исследовали, дали мне много таблеток, но помочь никто ничем не мог. И вот когда я вышла на сцену, и он провел со мной там очень короткий сеанс, через 15 минут я почувствовала облегчение. Рука, понимаете, сразу вроде бы как пальцы задвигались. Вот. И после этого, естественно, я к нему подошла и спросила, это пройдет навсегда? Он сказал, что навсегда это не пройдет. Надо заботиться о здоровье, надо следить за состоянием позвоночника. И хотя бы раз в год, или там лучше раз в полгода, проводить вот эти вот сеансы. Раз, два. Как будто вы летаете вам очень легко и хорошо. 3, 4, 5. Открываются глаза. У вас очень хорошее настроение. Как чувствуете? Хорошо. Все хорошо? Нормально? Сколько вам? 20. Когда создавался позвоночный столб, идея была такова. Он должен был обладать тем качеством, которое по латыни называется «ветере», что означает «поворачиваться». И для того, чтобы быть в состоянии поворачиваться, позвоночный столб должен быть одновременно гибким и сильным. Гибкость обеспечивает суставы, расположенные между каждой парой позвонков, они называются межпозвоночными дисками. Сила достигается дополнительными соединениями позвонков, так называемыми артикулярными отростками. А как насчет человека прямоходящего, который находится наоборот в вертикальной позиции с головой, венчающей колонну из 24 позвонков? Его мышцам приходится в большей степени выполнять роль поддержки для мачты. Этим мускулам нужно было развить определенную силу, которую, однако, очень легко утратить. Мы растем, и с годами, к сожалению, рано уже к 20. Мышцы позвоночника, если их не укреплять, атрофируются, диски позвоночника усыхают, уменьшаются в размерах. Не все части позвоночника страдают в равной степени. Особенно достается позвоночным дискам, а среди них больше всего не повезло двум последним. Каждый диск – это упругий матрасик, на который ложится верхний позвонок, чтобы не травмировать лежащий ниже. В центре ядро, которое смягчает удары. Оно окружено пластичными тканями, образующими конус. Вся структура держится вместе с помощью сильной внутрипозвоночной связки. Благодаря такому устройству столб гибок и может наклоняться во всех направлениях. Диски отвечают за различные движения. Однако, когда происходит наклон вперед, диск деформируется. И когда позвоночная колонна возвращается в свое вертикальное положение, ядра могут быть сжаты и оттолкнуты назад. При постоянном повторе таких движений и сжатии ядер могут возникнуть изменения в структуре. Появляется тенденция к возникновению разрушений тканей, а это может привести к миграции ядер. При поднятии тяжелого веса давление на диск может оказаться слишком сильным, и ядра могут порвать окружающие ткани, переместиться назад и, наконец, надавить на внутрипозвонковую связку, при этом возникает острая боль в нижней части спины. Здравствуйте, уважаемые товарищи, я вас так люблю. Много не хочу говорить. Просто Владимир Федорович у нас был на второй международный конгресс, не успел получать свой сертификат, и ему решили
вручить лучший целитель Таджикистана. И один халат, который табибы лечили, я хочу ему одевать сейчас. Вот поэтому много раз можно. Пожалуйста. Сюда идемте, чтобы потом, чтобы я был и в Панаме. А усы приделать или как? А это не обязательно. Не обязательно? Одевайте сначала. А чак-чак. Вы сохранились. Биалу надо чая. Биалу? Хорошо. Гарем. А на втором этаже гарем. 21 комната. Кто забыл, пожалуйста. Журнал «Медицина и лечение» на двух языках, таджикский и русский. Вы в дальнейшем можете сотрудничать, опубликовать свои статьи. И Российская Федерация будет получать определенную партию, распространяться членам общества фитотерапевта, который раз в месяц проходит в Москве. Вот сертификат «Лучший целитель Таджикистана», участник Конгресса. Спасибо. Перейдем. Значит, сейчас выступит... Несмотря на ту всю занятость, которой меня просили приехать значительно раньше, я все-таки считал необходимым приехать сегодня на ваш первый съезд и вас поприветствовать. Вот и на этом я закончу. Пожалуйста. Спасибо большое. Так что мы быстрее объединимся, покуда Путин сделает. Я вас всех люблю. Наш девиз, наша сила в дружбе. Я являюсь главным редактором журнала «Медицина». Вот такой журнал. Это первый таджикский российский журнал о здоровом образе жизни. Сейчас я вас послушал немножко. Здесь ведь кто стар, кто молод, что не живут, в темноту одного за другим уведут. Жизнь дана не навек, как до нас уходили, мы уйдем, и за нами придут и уйдут. Поэтому, когда мы мыслим, думаем, что будет война, мы плохо живем, мы будем жить плохо. Товарищи, надо всегда думать о хорошем, о дружбе, о любви. То, что земля есть, например, сегодня говорят, что кризис, никакого кризиса может не быть. Вода есть, воздух есть, движение есть, а психологически себе не нужно вот такой код поставить, что вы скоро умираете. Если, и вот я сегодня внушаю, что вы все будете жить 200 лет, себе надо поставить нормальный код, всегда любить, дружиться с людьми, а то, что мы будем говорить, воевали, кого-то убили, что-то сделали, это вообще я не признаю такие вещи. Надо все вопросы решить мирным путем. Мир это в наших мозгах, война тоже в наших мозгах. А когда люди начинают понимать, это все вопросы решаются. Круглый стол сделать, поговорить, решить все наши проблемы. Я как врач уже работаю в течение более 20 лет на территории России. Значит, выпускаю два очень интересных препарата для предотвращения процесса старения. Вот на основе этой трава в России зарегистрирована ферулахид доктора Тахири и Замч, который сегодня уже широко пользуется, продается на ВДНХ в 71-м павильоне здоровья. Вот это наша дружба, что дает. Те травы, которые есть в Таджикистане, нету в России. Вот на основе этой травы вы можете использовать, приехать к нам в Таджикистан, восстановить нашу дружбу. От войны ничего мы не увидим. Вот у нас был в Таджикистане война, что? Только один разрушение. Все страдают от войны. Вот от дружбы, наоборот, мы развиваемся. Чем больше наших друзей, тем наше развитие, наше здоровье, все вот это. Поэтому я вам всем хочу, вот всем женщинам, день праздника, желаю вам всем мирного неба, свежего хлеба, родниковой воды, никакой беды, большой любви, много денег. Вот это. Вот так, внизу есть немножко наши препараты, если кому-то Спасибо.
Моя жизнь тоже связана с Таджикистаном. Всю войну я была там. Я представляю фитоцентр здоровья и долголетия, являюсь его руководителем. Моя фамилия Глебов Владимир Ильич, кандидат технических наук, фитотерапевт, заслуженный целитель. Значит, с доктором Тахири и его разработками мы уже знакомы несколько лет и активно сотрудничаем как в части методологии применения препаратов при лечении сложных заболеваний, так и при реализации конкретных препаратов, а именно фиролохид доктора Тахири и замч-камень доктора Тахири. Эти два препарата в нашей практике активно применяются прежде всего при лечении больных с опухолевыми заболеваниями, как злокачественными, так и доброкачественными. Ну, если лечение злокачественных заболеваний, то, конечно, основное лечение все-таки мы считаем концептуально, это в онкоцентре, как говорится. Но вот препараты доктора Тахири позволяют прежде всего восстановиться после операции, после химиотерапии, после лучевой терапии. И, кроме того, также тормозят развитие опухоли. Особенно интересно в схеме применения этих препаратов, препарата фиролохид и замч доктора Тахири параллельно как внутрь, так и замч доктора Тахири это применяется активно как микроклизма. Для этого берется 6 таблеточек на 100 мл воды. Эффект значительно повышается. Об этом говорит и доктор медицины, профессор Еременко Кассиния Валентиновна, город Санкт-Петербург, которая... Тема ее докторской диссертации была «Травоадаптогены против рака». И вот она активно применяет, например, замч-камень доктора Тахири именно как микроклизмы. Это дополнительный стимул организму при его восстановлении. Мы с доктором Тахири сотрудничаем, как я сказал, уже несколько лет. Сотрудничественно мы очень оба удовлетворены. Его наработки активно используем. Сами пытаемся обобщить и передать опыт. Здравствуйте, меня зовут Орешникова Ирина Борисовна. Я медицинский психолог и писатель книг по здоровому образу жизни. С доктором Тахири мы познакомились больше года назад. Его продукция и книги пользуются большим интересом и большим спросом в Санкт-Петербурге. Поэтому мы решили открыть региональное представительство продукции и книг доктора Тахири в Санкт-Петербурге совместно с ленинградскими учеными. Спасибо большое. Так у нас 500 рублей. Вот сегодня для ветеранов. Потому что у нас ВДХ 600 рублей продают. На глаза. А как он из чего? Это камень. Что, значит, серебра здесь много? Что здесь есть? Какой состав химический? Вот микроэлемент. Вот это, да, можно почитать состав? Да, просто посмотрите, это мой один документ для научной разработки. А дальше? Сулейман, это вот тут. Алло, добрый день. Есть Галина Васильевна, нет? Будьте любезны. Где мы сегодня, да? Сегодня 12 марта 2009 года у нас официальная встреча в Дом журналистов с ветеранами, которые они всю жизнь участвовали в войнах, значит, сделали для развития бывшего Советского Союза, работники авиации, герои Советского Союза. Очень интересная была встреча. И цель нашей встречи – это то, что, значит, мы им давали, значит, свои советы о процессе приостановки старения, чтобы они, значит, радовались жизни, вот принимали те препараты, которые я разработал, значит, использовали свою практику, значит, друг друга любили, общались. Вот то, что есть жизнь. Жизнь – это, значит, то, что мы приходим, общаемся. Каждый счастье вообще – это миг, который мы общаемся, встречаемся. То, что сегодня я встретился с очень знаменитыми людьми и дал для них свои советы по оздоровлению, это я считаю, я счастливым человеком сегодня. Что много людей после моего совета начинают поправить свое здоровье. Конечно, здоровье нельзя купить, потому что деньгами никогда ни один миллионер и не купил здоровье долго не жил. А здоровье надо
заботиться, чтобы человек общался с природой, с людьми, с хорошими людьми. И постоянно над собой работал. Вот это здоровое счастье, то, что нам не хватает, люди на сегодня не понимают, потому что сейчас у всех проблема, чтобы как деньги зарабатывать, как улучшить качество жизни, все. А когда мы здоровы, и деньги сам приходят, и мы хорошо зарабатываем, потому что в здоровом теле есть здоровый дух. Она учит деток. قریب جنبت شد خدا هوای گرم تاجیکستان آماده ایستاده است. بار دیگر خوش آمدیدتون و قریب که اینجا آدمی که در همجا اگر تشکیل شدید همه همونها حضور دارن و اونجا اعلام کردیم که باید که انسامبل و یک نام مونیم. اما از این نام موندیم که درمون، انسامبلی درمون. از 10 تا اعضا دارد. مذکرم از این نوبت خطی من الیاس هم میخونم، منم میخونم، محمد شاه، حافظ ما بسیار نوبت نام نویس کنید تو با دکتر پویونه هم میخونم. خیلی من نامش درمون، کسی که میخواد انسامبلی اسوسیاسیون نامش درمون باشد در طول بردارید. سردارش جو محمد سعیدوف هر ما یک بار تلویزیون رو تشکیل میکنیم برآمد میکنید تو حال در آمد رفته سینما میکنم ببینیم. با افغانستان و پاکستان ما خودم میبرم. اکنون جرا نوبت تو با مرحبا. سلامتی بر دوام آرزومندم. بگذار تاجیکستان ما همه وقت همین خیلی بلبل شکفان باشد. تاجیکستانی عزیزم نوری چشمان خانمد هم تن و جان و دل و هم دین و ایمان خانمد من شکفتم در کنارت با امیدی رو